Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах. Какая работа проведена на сегодняшний день сельчанами, выигравшими тендер в рамках целевой программы развития сельского хозяйства на 2021 год? Ткварчалской ЦРБ передан новый автомобиль скорой медицинской помощи. Культурно-благотворительный фонд «Ашан» открыл сбор средств на реабилитацию Валерии Джинжоля и Марии Кисян с диагнозом ДЦП. Необходимо собрать 180 тысяч рублей. Президент Абхазии Аслан Бжани отбыл в Москву, сообщает пресс-служба главы государства. В рамках рабочего визита Аслан Бжани проведет ряд встреч в администрации президента и правительства Российской Федерации. Какая работа проведена на сегодняшний день сельчанами, выигравшими тендер в рамках целевой программы развития сельского хозяйства на 2021 год? Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопо посетил Ачамчирский и Ткварчалский районы, чтобы ознакомиться с ходом реализации проектов. Все подробности в репортаже Али Китрапш. В селе Дзюбжа семья Гвадалия приступила к строительству цеха по переработке и фасовке жареных семечек подсолнуха. Пока что строительные работы на начальном этапе. Если позволят погодные условия, то в течение месяца здание цеха будет возведено. По словам хозяина объекта Наура Гвадалия, необходимое оборудование они закупили сами, а Министерство сельского хозяйства помогло с приобретением стройматериалов. Будет создано около 10 рабочих мест. Сумма проекта – 1 миллион 300 тысяч рублей. Нету в Абхазии такого, и мы хотим первыми войти в этот рынок, посмотрим, что будет. Надеемся на лучшее. Здесь будет оборудование, цех, где будут люди работать. Все мы как-то рассчитали, вложились в эту сумму, которую нам выделило государство. В селе Кындык министр посетил рыбное хозяйство «Аквафуд». Здесь же строят помещения для хранения и переработки рыбы. На строительство помещения и закуп оборудования Министерство сельского хозяйства выделило более 10 миллионов рублей. Проект включает в себя горячее, холодное и соленое копчение рыбы. Строительство здания цеха уже практически завершено. Тут 2 морозильные камеры. Одна на минус 20, это чтобы сырье хранить, а вторая камера – это нулевая камера, где уже готовая продукция будет храниться. В общем, этот проект, если все удачно будет, к лету должны уже полностью запустить. Максимальная переработка идет, 2 коптилки стоят, они по 100-150 килограмм суточное производство. Здесь же, в селе Кындык, Беслан Джопо посетил тепличное хозяйство «Кындык-Агро» по выращиванию томатов и огурцов, которое было запущено в 2017 году по программе льготного кредитования. Из-за ряда нерешенных технологических вопросов хозяева тепличного комплекса «Кындык-Агро» работали в убыток. По словам директора тепличного хозяйства Алика Когония, помощь мецената Арсена Канокова существенно решила их проблему. Были реконструированы окна теплицы и налажена правильная система орошения. Теперь в теплице ожидают больше урожая. Благодаря инвесторам мы уже что-то смогли, как его сделать, поставили, поменяли, как его миксер, который то, что положено стоять, тот, и мы поменяли все вот эти форточки, теперь уже полноценно можно работать. Правда, мы с опозданием на 4 месяца. 4 месяца, что для теплицы это 400-500 тонн в минусе. Ну, уже в будущем, конечно, будем получать. Я думаю, 500 тонн получим в этом году урожая. В селе Лабра на территории в 1,5 гектара семья Витисян посадила 800 корней фруктов – хурму, персик и алычу. Минсельхоз помог с закупом материалов для ограды и 400 корней саженцев. Все остальное сельчане приобрели за свой счет. Колючая проволока, рассада, колышки, пахать – все это, что здесь сделано, все помогли. В селе Джгярда осмотрели сад семьи Кварацхеля, где при поддержке Минсельхоза высажено около 800 корней яблонь и мандарин карликового сорта. А в селе Кутол семья Сандзава также при поддержке Министерства сельского хозяйства посадила 200 корней сливы сорта Стэнли.
В селе Чулово у семьи Адлиба высажены мандарины сорта Каваневасы в количестве 700 корней. Сумма проекта составила 260 тысяч рублей. В селе Маркула семья Ишсова Туйба вот уже 3-й год как занимается выращиванием малины. До 3000 кустов ягоды высажено, и они дают неплохой урожай. Семья решила расширить свой бизнес, и при поддержке Минсельхоза посадили еще 5000 корней малины 2 сортов – Полька и Химбо. Малина ремонтантные сорта, Химботоп, Полька. Полька – это польская селекция, а Химботоп – это американская селекция. В этом году можно собрать здесь до 5 тонн с одного. Здесь с одного куста можно собрать первый год до 1 килограмма. Также в селе Маркула Анне-Лагуне на территории более 1 гектара планируют посадить мандарины сорта Каваневасы в количестве 760 корней. Из-за неустойчивых погодных условий пока это не удалось сделать. Сумма проекта около 300 тысяч рублей. Беслан Джопа также осмотрел и крупный рогатый скот, недавно переданный сельчанам. В селе Баслаух Валериан Иванченко разводит скот уже 3 года. От Минсельхоза он получил 11 голов скотины. На самом деле, есть кто понимает в скотине, что эта перевозка измучила, потому что долгих 8 дней вести скотину как бы очень трудно. Она как бы стрессу очень подлежит. Это такая порода. На данный момент вот как бы они уже адаптировались здесь. И уже нормально не кушают, пьют, как бы уже вот на пастбище отпускаю я их, когда хорошая погода, они уже себя очень даже хорошо ведут. Далее Беслан Джопа посетил цех по переработке и фасовке орехов фундука в селе Махур Творчалского района. Здание цеха уже построено и необходимое оборудование закуплено. Всего на реализацию проекта выделено 14 миллионов рублей от государства, но собственники вложили и свои средства – более 10 миллионов. В год на заводе планируется переработать около 1000 тонн орехов фундука. Предусмотрено около 40 рабочих мест. Работа будет запущена уже в сентябре. У владельцев предприятия есть и свои плантации ореха. Их тоже осмотрел министр. На территории в 100 гектаров произрастает 37 тысяч корней ореха фундука. В прошлом году урожай составил 50-60 тонн. В этом году хозяева ожидают в 2 раза больше. К концу инспекционной поездки первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопа подвел ее итоги. Тем людям, которым государство смогло оказать помощь, они практически все выполнили свои обязательства. Есть некоторые проекты, которым еще вот не успели в прошлом году завершить, которым нужно помочь. Есть люди, которые чуть-чуть тоже неответственно, наверное, отнеслись. Этим тоже мы сделали предупреждение, что таким образом не допустим мы, чтобы они таким образом поступили. Проездили мы по районам, где было животноводство. Тот крупный рогатый скот, который был завезен в Абхазию, ну, много нареканий было, много вот непонятных, вот таких вот непрофессиональных людей, высказываний, начиная от журналистов, которые уже похоронили этот скот, которых уже нету, что они из-за них заболела абхазская порода скота. Но, тем не менее, мы, конечно, не оспаривались, только мы тогда просто пояснили ситуацию. Те выбракованные, которые были, вот, по-моему, если не ошибаюсь, где-то 17 или 18 штук, мы обязательства имеем со стороны поставщиков. Где-то в апреле месяце они поставят, и мы раздадим обратно тем, которые должны были раздать. Этот проект тоже будем продолжать. Сегодня мы, проезжая по всем этим проектам, видим, вы сами видели, что люди довольны. Министерство сельского хозяйства и дальше намерено помогать сельчанам в реализации проектов. Совсем скоро будет запущена целевая ведомственная программа развития сельского хозяйства на 2022 год. И уже сейчас заявок больше, чем в прошлом году. Алька Трапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Генеральная прокуратура Абхазии сделала заявление в связи с выступлением уполномоченного по правам человека на пресс-конференции, прошедшей накануне. Генпрокуратура заявляет, что озвученная Сидой Шакрыл информация не соответствует объективной истине. Генеральная прокуратура Республики Абхазия в связи с выступлением уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия Шакрыл Асиды на пресс-конференции в эфире Абхазской государственной телерадиокомпании, в ходе которой озвучена несоответствующая объективной истине информация, заявляет: органами прокуратуры Республики Абхазия за 2020-2021 года рассмотрены все обращения уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия, на каждое из которых представлена запрашиваемая информация. Относительно лица, находящегося в государственном учреждении Министерства здравоохранения Республики Абхазия, специализированная психоневрологическая больница, которому как следует, как из выступления уполномоченного, сотрудниками милиции причинены телесные повреждения, повторно сообщаем,
что в 2017 году прокуратурой Галского района была проведена проверка, в ходе которой данный факт не нашел своего подтверждения. Телесные повреждения гражданином Кварацхеля были получены при попытке скрыться от оперативных органов с похищенным имуществом после совершенного разбойного нападения, имевшего место 7 июля 2016 года, что подтверждается заключением судебно-медицинской экспертизы и другими материалами проверки. 23 марта 2018 года Галским районным судом Кварацхеля был признан лицом, совершившим общественно опасные деяния, разбойное нападение, и в отношении него применены принудительные меры медицинского характера в виде прохождения принудительного лечения в государственном учреждении Министерства здравоохранения Республики Абхазия, специализированная психоневрологическая больница. В настоящее время указанное лицо проходит принудительное амбулаторное лечение по месту жительства. За 2020-2021 годы в адрес Генеральной прокуратуры Республики Абхазия обращение от уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия по уголовному делу по факту смерти административно арестованного Тарба в здании Министерства внутренних дел Республики Абхазия не поступало. Как сообщалось ранее, на сайте Генеральной прокуратуры Республики Абхазия 12 июня 2020 года Следственным управлением Генеральной прокуратуры было завершено предварительное расследование по уголовному делу по обвинению бывших сотрудников Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Абхазия в совершении превышения должностных полномочий, сопряженного с причинением тяжкого вреда здоровью задержанному Тарба, повлекшая его смерть, а также халатности со стороны руководства Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Абхазия, и материалы дела направлены в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу. 10 ноября 2020 года судом первой инстанции по данному уголовному делу в отношении всех фигурантов вынесен оправдательный приговор. 23 марта 2021 года Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия по результатам рассмотрения кассационного представления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия вынесено определение об отмене оправдательного приговора, а уголовное дело возвращено органу предварительного расследования для переквалификации действий обвиняемых. В докладах, озвученных на заседании коллегии Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, по итогам 2020 года и первое полугодие 2021 года вышеуказанная информация находила свое отражение. Кроме того, Генеральной прокуратурой Республики Абхазия в квалификационную коллегию судей направлена жалоба на судью, вынесшего оправдательный приговор по уголовному делу. Ранее, в октябре 2021 года, на сайте Генеральной прокуратуры Республики Абхазия была опубликована вышеизложенная информация в связи с выступлением в СМИ уполномоченной по правам человека об итогах работы за 2020 год. К ситуации на Украине. За минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска России поразили 97 объектов украинской военной инфраструктуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Коношенкова. За сутки сбиты в воздухе украинский Су-24 и 16 украинских беспилотников. Также в числе уничтоженных объектов 2 пусковые установки и транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «У» на севере Киева. 6 зенитно-ракетных комплексов, 1 С-300 и 1 боевая машина «Оса», 10 командных пунктов, 8 орудий полевой артиллерии, 3 станции артиллерийской разведки производства стран НАТО. Кроме того, добавил генерал-майор, накануне вечером армия России ударом высокоточного оружия большой дальности морского базирования уничтожила под Ровно крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей с Запада. Россия в скором времени переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством в среду 23 марта. Путин поручил правительству направить соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующий контракт. При этом глава государства подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с уже оговоренными объемами и ценами, так как Россия выполняет взятые на себя обязательства.
Продолжаем выпуск. По поручению президента Абхазии Аслана Абжаня Ткварчалской ЦРБ передан новый автомобиль скорой медицинской помощи. Автопарк больницы не обновлялся больше 5 лет. Из 2 имевшихся автомобилей один использовался для обслуживания пациентов с коронавирусной инфекцией, другой в отделении скорой помощи. Новый автомобиль будет перевозить тяжелых больных из Ткварчалского района в Сухум и Гудауту, а также за пределы республики. Карета скорой помощи оснащена системой газоснабжения и средствами перемещения больных, носилками и тележкой-каталкой. Ключи от автомобиля главврачу больницы передал министр здравоохранения Эдуард Бутба. Президент Республики Абхазия, находясь в Ткварчалах, пообещал автомобиль скорой медицинской помощи. Сегодня, выполняя личное поручение президента, новый автомобиль скорой медицинской помощи для Ткварчалской ЦРБ. Вот он здесь, чтобы послужил всем гражданам здесь на пользу. Лали Тамазана, вот номера. Знаете, что благодаря личным связям президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Абжаня уже 6-й автомобиль заезжает в республику, в наши лечебные учреждения. Вот сегодня Ткварчал получил новый автомобиль, Ачимчира не так давно получила 2 автомобиля для линейных скорой медицинской помощи города Сухум, 1 реанимационный автомобиль для инфекционной больницы города Сухум, автомобиль такой же в Афонскую больницу. И еще скоро будет еще 1 автомобиль, он в пути. Сегодня очень приятный день для вас и для нас, для жителей, для района. Хочу воспользоваться, сказать большое спасибо президенту Республики Абхазии. Хочу сказать большое спасибо вам. Спасибо тем, кто сегодня здесь стоит и работает. Новая больница, новая машина, новое настроение. Я думаю, у нас все получится. Лично от себя и от всего коллектива, от жителей нашего города, президента за оказанную помощь, министра здравоохранения. Огромное спасибо. Я думаю, что мы не подведем. В Академии наук Абхазии подвели итоги за 2021 год. Подробную информацию о деятельности Академии наук Абхазии представил первый вице-президент АНА, академик Сергей Бебия. Так, за отчетный период проведено 2 общих собрания и 11 заседаний президиума, на которых обсуждался широкий круг вопросов, касающихся решения первоочередных задач, стоящих перед Академией. В системе Академии наук Абхазии в 2021 году состояли 17 действительных членов и 9 членов-корреспондентов. Ими подготовлены и сданы в печать 77 работ, в том числе завершена и сдана в печать работа над монографией «Леса Абхазии». Еще одна монография «Государственно-частное партнерство как инструмент развития международного сотрудничества России и Абхазии в условиях цифровизации» представлена Вольным обществом России на премию «Лучшая экономическая книга 2021 года». Ученые Академии наук Абхазии в разной степени были заняты в таких проектах, как академическое издание «История Абхазии», краткая абхазская энциклопедия и других. В минувшем году абхазские ученые приняли участие в десятках национальных и международных научных и научно-практических конференций, симпозиумов, круглых столов, семинаров, в том числе в качестве членов оргкомитетов и кураторов секции. Разные научные мероприятия проходили как в Абхазии, так и в Российской Федерации, Италии и Польше. Между Абхазским и Санкт-Петербургским государственными университетами подписано соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки. Документ предполагает содействие вузов эффективному функционированию систем высшего образования, реализацию совместных образовательных мероприятий, академический научный обмен. Валерию Джинжоли и Марию Кисян связывает один диагноз – ДЦП. Из-за болезни дети ограничены в движении, им недоступно многое, что с легкостью дается их сверстникам. Культурно-благотворительный фонд «Ашан» открыл сбор средств на реабилитацию обеих девочек. Необходимо собрать 180 тысяч рублей. Валерии Джинжоли поставлен диагноз ДЦП спастическая диполия. Ходить она не могла до 11 лет. За плечами этой лучезарной девочки немало операций. Несмотря на болезнь, Валерия получает дистанционную форму обучения. И достаточно социализирована, говорит мама Валерии Лейла Квиквискири. Нам очень много сил, здоровья требуется на восстановление ее здоровья. Хочу выразить большую благодарность благотворительному фонду «Ашан» и вообще все, кто все эти годы оказывался рядом с нами, поддерживал нас. Самому центру Поревания, куда я ездила, где я познакомилась первый раз с Армине.
Благотворительный фонд Ашана уже помогал девочкам. Благодаря фонду они прошли несколько курсов лечения. Сейчас у Валерии и Марии есть возможность вновь получить необходимую помощь, не выезжая из страны. Из Армении в Абхазию приехал специалист Республиканского детского реабилитационного центра Еревана Армине Чапурян. Она будет заниматься с девочками по методу бобот-терапии. Основой данной методики является применение специальных положений тела, которые позволяют физиотерапевту стимулировать движение за счет растяжения коротких мышц, мобилизации двигательных функций суставов, укрепление слабых мышц, что позволит уменьшить дисбаланс тела. Стоимость данного курса лечения обоих девочек обходится почти в 180 тысяч рублей. Она не могла ходить, очень слабые были мышцы, напряженные были. Вот сейчас занимаем неделю каждый день. Это упражнение главнейших из упражнений при ходьбе. Очень нужно усилить мышцы таза. Это уже прогресс, что в этом курсе она самостоятельно ходит. Валерия сказала нам о том, что занятия с физиотерапевтами помогают ей преодолевать страх и становиться более самостоятельной. Девочка мечтает поехать в Америку и выучить английский язык. Мне нравится английский язык, и не только английский, я бы хотела обучиться хорошо. Учусь в Ачимчирской, в абхазской школе. Играю на гитаре. И еще стараюсь озвучивать разные фильмы, мультики. Специалист Республиканского детского реабилитационного центра Еревана Армине Чапурян приезжает в Абхазию не в первый раз. Благодаря ее терапии многие маленькие пациенты чувствуют себя намного увереннее. Не могла сидеть, не могла из-за спастики, из-за слабых мышц, из-за напряженности. Но сейчас она уже сидит сама. Мы очень рады такой возможности, что мы можем заниматься лечением своих подопечных в Абхазии, не выезжая за пределы нашей страны. Благодаря современным методам медицины последствия ДЦП можно свести на минимум и дать детям с этим тяжелым диагнозом шанс на полноценное будущее. Адица Сагария, Инала Гухава, Абхазское телевидение. 17 апреля в Астрахани стартует 8-й сезон Национальной студенческой футбольной лиги, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. Лига объединит рекордное количество команд в 4 группах высшего дивизиона из 23 субъектов Российской Федерации, Абхазии, а также впервые в НСФЛ выступят команды из ДНР, ЛНР и Республики Южная Осетия. Команда АГУ дебютировала в Национальной студенческой лиге в сезоне 2021 года, набрав 22 очка в группе «Б». Заняла достойное 8-е место среди 16 команд. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 24 марта, на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, местами в предгорных районах дождь со снегом, в горах снег, туман. Температура воздуха ночью плюс 1,6, днем плюс 3,8. Температура морской воды плюс 8. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, и Абхазское телевидение продолжает свою работу.